ну, в общем-то, и мятежа, наверное, почему так называемого, который сдулся и, соответственно, завершился ничем. Опять-таки здесь кто-то может поспорить, потому что любой мятеж, он ничем совершенно не может закончиться. Соответственно, какие-то последствия долгоиграющие, а может быть даже играющие в скором будущем, они могут произойти. На эту тему, понятно, СМИ у нас писали. Ну вот я просто на некоторые вещи хочу обратить внимание. Дело в том, что вчера Путин практически, ну не практически, а ночью по уфимскому времени выступил с очередным обращением, которое пресс-секретарь Песков поначалу анонсировал как очень судьбоносное, каковых там чуть ли в истории России не было никогда, что вызвало в результате этого пятиминутного обращения целый поток шуток о том, что действительно, ну как же так, ничего не сказано, и мы это называем судьбоносным. Ну, сказано там было, в принципе, то же самое, что проанонсировали в субботу еще вечером, да, то есть Пригожин отправляется за границу, и отправляются вместе с ним все те, кто не желают заключать договор с Министерством обороны. Содержательная часть так себе, но некоторые руководители на местах, в том числе в регионах, конечно же, поспешили поклясться в верности в такой момент. Некоторые, но не все. Но, разумеется, Башкортостан в этом смысле у нас регион передовик, и Ради Хабиров опубликовал пост с фотографией телевизора, на котором выступал Путин. И вот пруфы на этот счет пишут, что глава Башкирии сделал заявление в соцсетях после обращения. Руководитель выразил гордость за действия Владимира Владимировича Путина и склонил голову перед бойцами из республики, которые сражаются на специальной военной операции. «Горжусь своим президентом, моим президентом, точнее, сказал он». И вот здесь, наверное, он не ошибся, говоря, что моим. И не стал обобщать, говоря нашим. Хотя при этом, конечно, он добавил, опять же, очень емкую фразу, в которую попытался включить всех жителей Башкортостана. «Башкортостан всегда с вами», добавил он. И, конечно же, в этом смысле ну, подписаться под этими словами, наверное, абсолютно все жители республики никак не могут, поскольку разные точки зрения на этот счет испытывают. Вот. Зачем это делать руководителю региона в такой момент? Это, конечно же, вопрос. С другой стороны, можно объяснить. Есть категория людей, которые спешат поклясться в верности, абы чего не вышло. Но, с другой стороны, конечно же, эти люди, в отличие от тех, кто помалкивает в такой ситуации, входят в определенную, не сказать, чтобы группу риска, ну, скажем, в отдельную категорию, которая, в случае чего, конечно же, будет, которой будет сложно отвечать на вопросы, так это назовем. Вот. Поэтому, значит, что я хочу еще добавить к теме. Для того, чтобы, например, кто-то из вас, кто эту историю, конечно же, уже знает и имеет на этот счет соображения, но хотел бы для себя более подробно уяснить, я, например, вам рекомендую ознакомиться с личностью так называемого основателя, руководителя или главаря, как его называют, ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, на которого, кстати, завели дело уголовное, а потом сказали, что оно закрыто, а потом выяснилось, что оно и не закрыто вовсе, поскольку так быстро этого сделать нельзя. Ну, личность непростая, любопытная, и его портрет на сайте проекта «Эхо» очень подробный, объемный, надо сказать, присутствует. И исходя из этого портрета, мне кажется, можно составить определенную картину для себя в голове, для того, чтобы примерно, ну, если не предсказывать его действия, то, по крайней мере, понимать, откуда эти действия могут проистекать. Предприниматель, лидер вооруженного формирования. Так его подписали коллеги на Эхе, и, соответственно, подробности его биографии тут приводятся. И с чего он начинал бизнес в 90-х, а еще раньше, 80-е годы, тюрьма. Значит, после бизнеса торгового в 90-х начался ресторанный бизнес, с помощью которого он получил, скажем так, контакт с первыми лицами, лично обслуживая ужины Путина с Шираком, в частности, в 2001 году. И дальше знакомство, расширение империи питания. Здесь уже не только рестораны, но и обеспечение детсадов, школ и воинских частей, собственно, самого Министерства обороны.
Вот, это все к ним обратились с предложением создать частную военную компанию, которая, казалось бы, до сих пор по российским законам запрещена. Это в начале десятых годов уже произошло, и дальше была Сирия, африканские страны. И только в конце марта, обращаю ваше внимание, 22 года, уже через месяц после начала так называемой СВО, его пригласили со своими бойцами в зону этих самых военных действий, где относительно успешно он себя проявил, но в результате произошел эксцесс, так называемый, да, который мы с вами наблюдаем в последние дни. Нам вот уже пишут, что все это напоминает шоу. Да, местами напоминает. И если, опять же, пытаться сопоставлять, опять же, события и каким-то даже очень поверхностным образом анализировать факты, многие вещи, конечно, символизируют разброд и шатание, абсолютное игнорирование каких-то норм закона, о чем, кстати, даже пропагандистка Симонян уже заявила. А какой закон, господи? Есть здравый смысл, и закон соблюдать вообще не нужно. В общем, умные политологи на этот счет имеют свое мнение и зачастую говорят, что вот это все признаки того, что система в режиме разноса находится, и это как минимум для самой системы очень тревожный фактор. Даже если, как я уже выше сказал, сам мятеж заканчивается пшиком, как бы сдувается, мягко говоря, в любом случае он раскрывает глаза на множество характеристик той системы, в котором это все возможно. Раз возможно в таком виде, значит, это возможно и в более изощренном виде, например, да, можно такие выводы делать. Тут надо анализировать о том, как на это все реагировали. Понятно, что есть вот эта категория готовых в первую же секунду присягнуть в верности, но она у нас, как выяснилось, не очень большая, в том числе по регионам. В общем, предстоит это все разбирать политологам, ну а нам, соответственно, наблюдать за тем, что происходит, и делать свои выводы. Я думаю, что наша аудитория в этом смысле, она умеет их делать хотя бы на каком-то там уровне, да. Вот. И плюс какая-то такая иллюстрация, что ли. Вот среди наших экспертов, в том числе политологов, которые даже на аспектах выступают, люди очень разные есть. Некоторые в день, когда все это происходило, поспешили сделать выводы. Ну, например, Владимир Савичев, политолог, днем, когда еще мятеж был в разгаре и колонна шла на Москву, на страницах сайта СОПКОР-02 опубликовал свои соображения. И что он сказал? Мятежники действуют в интересах Запада. Невероятно действуют, а действуют в интересах Запада. Какими бы аргументами они при этом не прикрывались. То есть, давайте вот хотя бы этот один небольшой кейс проанализируем. Ну, сразу забегая вперед, скажу, что, конечно же, ничего за это Савичеву не будет, как бы и никто не скажет, что он, значит, информацию, как говорится, пальцем в небо тыкает, да, и совершенно из ниоткуда ее выдумывает. Так вот, по сути, он обвинил ЧВК «Вагнер» и Пригожина в работе на Запад. Да, то есть это, получается, дальше можно развивать тему. Это предатели, это продажные шкуры, которые за деньги Запада, в интересах Запада что-то там организовали. Если взять это за основу, то это как минимум статья госизмена с двузначными сроками должна светить вот этим самым людям. Но, как мы знаем, события дальше развернулись таким образом, что мятежники свернули свою акцию, их за это простили, и, соответственно, вчера дополнительное вот это пятиминутное обращение говорило о том, что они могут быть свободными, ехать куда хотят, ну, прежде всего в Белоруссию. Значит ли это, что у нас вот такого рода преступники, если верить терминологии Савичева, изменники, работающие в интересах Запада, могут совершенно свободно это делать и не нести никакого наказания? Кстати, тот самый президент, дифирамбы которому Савичев поет годами, и в том числе у нас в эфирах, ни слова в этом смысле о Западе-то и не сказал. Да? Он вначале, конечно, их раскритиковал, но потом вчера, опять же, вечером назвал героями. Ладно, не самого Пригожина, но его бойцов точно. И про Запад ни слова. Понимаете, да? То есть абсолютно никто не несет никакой ответственности за слова, сказанные, за свои так называемые патриотические мысли. И все это дело спускается, как говорится, в унитаз, можно сказать, да, и, соответственно, все дальше спокойно двигается, и никому ничего не надо. Вот это тоже признак того, о чем я выше сказал, ссылаясь на неназванных политологов. Система идет в разнос. Ну ладно, а мы дальше двигаемся.